Добрый день, дорогие подписчики. 28 сентября Ассоциация Жителей Казана встречала гостей из Европы, а именно из Словакии и Венгрии, собаководов. Гости приехали познакомиться с нашей породой собак Тобет, воочию увидеть, посмотреть, оценить нашу породу. Собак они ищут для овцеводства, для охраны от волков, шакалов, коих в Словакии и Венгрии очень много. Меня зовут Владимир, я приходил со Словакии. Мой друг Юрай приходил из Словакии, и мой друг Атила приходил из Словакии. И друг Žolt приходил из Венгрии, и друг Zoltan приходил из Венгрии тоже. Что привело вас в Казахстан? Ну, мы приехали посмотреть и поговорить, посмотреть национальные собаки Тобеты и посмотреть эти собаки и поговорить с нашими друзьями. А откуда интерес к Тобетам? Интерес по интернету, по студию и это започалось интерес там средоазиатские овчарки. Да. И потому как мы вошли в эту тему, мы нашли друзей, как Бахтияр и Султан, и этот интерес пришел натуральный, да. Какие уже успели собак посмотреть? Какие? Какие собаки вы увидели? Здесь, в Казахстане. Здесь, в Казахстане. Какие собаки? Больше всего какие понравились? Какие нам понравились? Ну, нужно сказать, казахский тобет, у собаки, которые похожи на казахского тобета, нам очень понравилось. Это было для нас преквапение. Помогу по-мадярски преквапение. Meglepetés. Člověk kajrat. Meglepetés. Сюрприз. Это был сюрприз для нас. Мы сме то не чакали, понимаете? Что раньше мы Не чакали знать. раньше не знали, да. Теперь поняли, что более первородные собаки это тубетообразные собаки. Мы думали, что в Казахстане нет такой собаки. Конституция. Да. Конституция есть отлично. Тобет есть горная, сильная собака, которая у ней отличности у ней вы не видели, не смотрели никогда. Только дешевле в Казахстане. А только здесь, да? Да. А вот у вас... Мы не слыхали о там никогда. А в Словакии таких собак для чего держат? Как их используют? Да, это хороший вопрос. Мы работаем с нашими собаками так, что много щенок идет для чабанов, до гор. Да. У нас нет степи, есть пространство, да, пространство, ну не можно сказать, это степи, да, 10, 20, 30 километров. Это пространство, луки, да. Луга, Да, да? луга. Много луг. И великие луги, но не степи. И потом горы. И нашим чабанам надо собаки, которые характернее, спокойнее и сильнее, и не бегают. Не боятся. Не боятся, это ясно. Не бегают много, да. И не убегают далеко. Не интересует это собаки туристы. Да, понимаете. У нас есть много, мы называем это free shepherding in English. Powiesz tu po polsku, wolne pasenie.
Attila, mi az pontosan? Szabad legeltetés. Szabadon legeltetnek, hogy Это свободная собака. Не свободная Нет. собака, свободное пасение овец. Nem koránban vannak állatok, kínál, steppe, Которые сами... steppe, Да? nomád. И собака, которая не боится и спокойная, работает очень хорошо для наших чабанов. И у нас есть собаки чувачкувас, понимаете? Это Порода. Это Другая порода с Венгрии и порода. Словакии. Это чисто белая овчарка. Пастуш, да. Можно как средоазиатская овчарка. Да. И это собаки последние роки, последние лета, они не хорошие. Агрессивнее, не дерутся с волками, боятся. Агрессивнее и здоровье плохо. Потому что хвательство, питомство, да, изменилось и плохим смером, да. А эти собаки, которые Порода ухудшилась. к вам попали сейчас в последние годы, там, с Таджикистана, с Казахстана, чем они вам понравились? Характер. Очень хорошие для людей. Это Не агрессивно. не агрессивные. И здоровье. Вчера они мне Отлично. сказали, что ваши собаки, когда видят там корса хищника, идут, и за ними идут наши собаки. Когда наши идут собаки, ну вот новые, и ихние собаки за ними начинают работать. Учат. Да. Ко мне Да, обратился обучают. один знаменитый овцевод, много овец держит. Он говорит, у меня раньше такой проблемы не было, но он переехал, у него за один год 51 овцу шакалы съели. Я тогда понял, что, говорит, нужны собаки. И я ему дал определенное поголовье, перестали у них ягнят кушать. А то шакалы за один год 51 голову съели. Шакалы. Да. А когда собака есть, она, естественно, охраняет, оберегает. Да. Мы думаем, что это, что ты сказал, собака, надо биться с волком или надо, да? Ну, можно хорошо, есть, когда собака ходит, территорию обходит, и волки знают, По меткам определяют, что да, туда лезть волки не знают нехорошо есть до тех овец, да. Словаки большие волки? Да. Баш. Большие волки, большие медведи. Наши на медведей ходят и на волков ходят. В основном у вас овцеводство, да? Овцеводство. Баранов держат. Бараны в основном, да? Баранов, овцы, да. Овцы. Крови тоже и много. Лошадей нет. Лошадей только культурно так есть. Да. И лошадей нет много. И овцы и крови. Надо сказать, что регион и район Средней Азии, и специально Казахстан и Киргизстан, и регион Памир, Тяньшан, Алтай, Тенгри. Этот регион есть регион, где хорошие собаки родились 1000 лет назад. Вот у меня вопрос. Вот есть, например, туркменский алабай же есть? Алабай. Туркменская собака алабай. Готовая уже собака, можно брать и охранять. Для чего? Почему вам именно интересен аборигенная собака, именно тубет? Почему интересен? Их же много. Например, тубетов их мало, их почти нету. Я уже сказал, характер, здоровье, Иммунитет. иммунитет, не бояться. Туркменская собака, я не могу ничего плохого сказать, это отлично. Она стала более городская, да, или как? Что? Нет, не это имеет в виду.
тем не менее, ну, Тибет, видимо, В Европе есть много туркменских алабаев. Да? И их Очень потомки. много. И мы видим их хибак. видим их ошибки. Да? Да. Они нет хорошее нет хорошее здоровье, нет хорошая анатомия, они агрессивные. Нет про нас. Еще есть такие собаки, кавказская овчарка. Нет, агрессивная и здоровье. И, ну, Не подходит. аборигенная кавказская овчарка, можно сказать, хорошая собака для работы. Ну их мало, и в Европе у нас нет В такой. Европе нету. Да. И кавказский волкодав, да, кавказский волкодав, это собака, которая, это боец. И люди держат эти собаки для боев. Так прошла встреча с европейцами. Пока мы не ценим своих собак, гости приезжают и восхищаются красотой наших первозданных аборигенных собак. Подписывайтесь на канал. Скоро новые выпуски о нашей казахской породе собак Тибет.